Меня зовут Надежда Корякина. Я артистка балета театра оперы и балета Республики Саха, народная артистка Республики Саха-Якутия. Я жила в маленькой, деревне на севере, Хану, Омского района. Балет для меня это был чем-то вообще космическим. И какие-то неземные люди бегают, прыгают, что-то делают. Мне казалось, что так делать вообще невозможно, нереально. Пыталась повторять, конечно. Но в один день мамина подружка приехала к нам погостить и подарила большую книгу Юрия Григоровича. Она только-только вышла. И вот фотографии я изучала. От корки до корки эту книгу, всю ее туда-сюда, обратно, там что-то срисовывала, за кем-то повторяла. В общем, я думала, что это нереально. Как-то мама, видела, что я хочу, вдруг предлагает мне, есть такое училище, оказывается, где учат будущих балерин. И как будто стала приближаться моя мечта. Поехали с мамой в Бурятию, потому что это было и по деньгам выгоднее, и казалось маме, что это ближе. Вот так я поступила в училище, и начались рабочие будни. Сначала это было так сложно, я так скучала. От того, что я очень хотела, мне мама много раз предлагала: давай уйдем. Я говорю, как-то отказывалась. Говорят же, аппетит приходит во время еды. Я так сначала что-то там маленькое станцевала, потом что-то посложнее, покрупнее, и вот так вот все больше и больше хочется, и прям уже не можешь без этого. Горжусь, если так вот прям горжусь. Наверное, Спартаком из последнего Эгины, там была сложная работа, большая работа. Юрий Николаевич сам вышел на сцену, подарил мне цветочки, поцеловал, это было, конечно, как-то как в сказке. Потом как-то не верится, что это со мной происходит. Хорошая работа прошла. А так, легкость, она вырабатывается страшным каторжным трудом, чтобы порхать там, скажем, 2 часа на сцене. Если это у тебя премьера, это несколько месяцев подготовки. И когда мне говорят там, что «А что, у тебя сложно было?» Там окажется, что это самый, для меня хороший комплимент. Скажем, кажется, что все легко, а на самом деле это большой-большой труд, чтобы зрители не увидели, что тебе трудно или сложно, или что-то не получилось, не дай бог там. Конечно, у нас тут в 50-градусный мороз придешь, в балетном зале тоже не так прям жарко, и надо подольше разогреваться, что ли. У нас суставы вот такие уже замерзшие за долгую зиму, мне кажется. Думаю, сколько можно? Какой балет? Какое Лебединое озеро? А потом вроде танцуешь, и нормально все. Очень хороший репертуар. Не во всех театрах такой репертуар есть. Очень насыщенный. Я вот недавно там нас попросили, роли какие-то исполняла, написать. Прям все. В плане репертуара у нас, я считаю, шикарный репертуар. Говорят там интриги в балетной сфере. Я думаю, какие интриги? Все равно, кто как работает, так все и получается. Если ты хорошо работаешь, у тебя все получится. У тебя будут роли. Балет, это вот мой большой кусок жизни, который уже заканчивается. Это была интересная жизнь. Насыщенная, хорошая. Я очень счастливая балерина. Артисты, они же очень жадные до ролей, всегда голодные. А я счастливая, потому что не у всех, наверное, столько ролей. Потому что именно в те годы, которые я работала, 3 балета Григорович поставил. В общем, рост был такой. Эти 20 лет балет очень вырос, и я так горда и счастлива, что я была именно в этот период развития балета. Вместе с ними росла. В общем, хорошо, что я родилась именно в этот момент, а не раньше или не позже, я ни о чем не жалею. Это было классно.